Меня зовут Тихон Сергеевич Сергеев, доктор естественных наук, профессор кафедры отечественной и этого вуза, то есть без университета. Я, кстати, являюсь как бы местным человеком и не получу продолжить. Итак, как будем договариваться? По списку, кто если есть, поступать. По списку, ясно. Дальше. Насчет регламента. У нас там регламент написан такой. Доклады 20-25, сообщение до 15 минут. Предел 15 будем укладываться? Тогда голосовать не будем. Не будем. Сообщение, выступление до 5 минут. Есть порядок. Или после доклада, потому что тогда, конечно, будет вопрос. Узкий. Письменно потом ходим, работать можно. А если будут желающие выступить, как говоришь, пусть выступает, у нас затянется опять невозможно. Другой вариант, все доклады кончатся, а потом начнется обсуждение. Дискуссии. Может так? На второй вариант? Хорошо. Возражений нет. Итак, регламент до 15 минут для доклада сообщений. Дальше вопросы будут письменно, можно будут вопросы. Если устный ответ, вопросы, тут же ответить быстренько. А для выступления, для такого основного выступления, уже будет тренер. Он будет представлен. Договорились? Других порядков нет. Начинать Паян, университет, Талимерле, наука, чеги, тупса, шабы темаба, Калажу, Ергелени, конференции, Ергелени, Каламажу, пусть поддерживает. Даже если у вас нацикл полный поражение, все самые малые ямалы здесь. Значит, егер чуваш Чалги бирки, чуваш юлы бирки, нумай калажат, тебе тюне, ол калажу вещи здесь турзаюла. Диаспора затем поддерживаем ребят. Плюс пае чуваш всем аяк рабовнаше, аяк не чуваш всем. Киркунда бунага чуваш всем деньги плара, чуваш чалгижен, чуваш юлы биркижен тумсу клазашитне. Шамбада безене егер Хамыр тепулана жүнзе, бізеге шиғынны, шиғы жүйдізене, науқы негізізіне барсақ, тепчеги қалашны, сөйтсе яуны, қаламажы өз бірдеріші ябылады шуқлады берді. Шамбада чималдана деп, Геннадий Николаевич Қаламары, Чуваш нация конгрессы яжебе, университет коллективне шагынбек конференция ергелінішін чүндерелін талқыза сирен ятқа тасым ағи болашы. Бұл шаг конференция паян ергелізіктеріне шаг ежен күшламы жығынашты шуқат қайы. Шаг конференция, құпырреміз конференция жеш күліға. Шаг конференция зем тен бізенен қашты жула кептермеді. Тадада тен тадада амырақ. Құлқындаға керін регион зенде сағалтара килне, егерде кур региондан да тен килеші бұл дезе малдан шуқланы чығар. Доклад Тузабаджы Виталий Петрович, ол қалары еріндет Шаршура, Тенджеле, Херих, Чуваш культуры центрзе, автономизе, поддержузе ергелене дезе. Бұл официальное ергелене поддержузе сееш, наши дезе хал, мне издедекин чехна. Педагог кафедринже изучиште, педагогу передезе. Хали пирен, Чуваш культуры поддержузе, Сагрун житчеге, Херхмар Сагрун житче. Зен диже каждый чувак бюсегура. Сейчас поддерживается ергелезеже, хамдати чугемине худшуда худшунахали, Саратовра худшуда, худшуда, Воркутара худшуда, Молдавинте, ундан Екатеринбурга. Сейчас ергелеме, зен иштелар кладасенеде, регионзен торохта сағалмар шүбейді. Шамбада өзен шиви чүйті өзене, өзен беге марбур дені, Эппити лайф клиент, өзен шиви өзене, өзен проблем өзене, өзен мужик ярчезене. Шамбада
шагында чензе бізден наука негізінде жүзендігіне пускаться суциялы. Ол иди кийлер тез жуады. Шамада теория қалады. Педагогика университеті уже арзымағы жеш қаламауы. Шынақта диаспорзыне адыландыға сенеле бірін шивіт жүзен қаларын бірлейік кезеш бар, өзен шиделі клей. Ши малдадан дерзен қыван чөлгетіне итлес, қала жыба итлес, жолығы кейне қойсен бадынче жергелезе ұзылға сенебе. Шынақта чылай еміғық сен көргізен. Туенибе самахта кенегезен читмешвезене бедилахлетті бұл үйді байты чуаштатылған бездер сағалмар паршалы структуризен шигелік тоқына кенегезенбе болғасы берге земде республика бюджеті олшмалыларак активен бюджет республика бюджете егер айыпызы болғаймас көдезерден яғына сұлтан жүрәші. Бұл вот регионды чуаштын чи май пожарандары и төдесі сумахан чуваш чилгине беренес деген земборунда ажи почизе зендер чоршны бөлүндө кенегезен ярсы бар намыс ондан пин регионда пин чувашан негдеги ушкун центр яли ялебе ондан полазенчи нумашунарга чувашын Bizden bir bu yeni buluşmalar beklendi. Ancak da ödün diyorlarsa de geçişleri baş bulmalı. Ondan çuvaş kulüzem tada da uculas böyle tada da atalanası böyle kubun zabıraşı. Kuda da bir kalamacı çunu öğreterken yapılar. Samardan kimya suyma olmaz. Ulaş gibi oturan da mecbur çuvaş kulü kubunda. Bu yansıtları bince, çemberleri bince, тут Арыштонный Пуш Республикинде Чуваш Кулезем Хубын Забырасы. Bunun gibi gidelim çiğ uzatmalar. Ondan da öğretmesi kıtada kanzen kibirler. Evinde Çuvaş Respubliki, Çuvaşlık başkesiydi bir öğretmesi kıtada kan region pul zadırmaları. Çünkü bir havada yargısı bu yeni bir sınavlar da Геннадий Николаевич Николаевич, туда зенден тәстеки меле, туда зен лайгы стесиде. Чындыбекте аламажык куенебе пулдарында стесиде. Чуваш иши чакса быра, зен ежи үсе быра. Меле майга. Чынак, әде үштагайга кетип чуваш усмадан шу башкар болинже наци школе жук. А туда зен хузан болинже же шерегиге наци школе. Это наштаза быра, меле кумя мене. Halbuki Gennady Nikolaevich Kalariga Çuvaş Nasyonal Şirketi'nde bir Çuvaş SGK'si çakartlarmalar dizindi. Şahıslar bilen temizlik yollarla benim kulu dedi. Bununla yakın Çuvaş Türkiye'nin öğrendiği uçucu sesi. Çuvaş Nasyonal Şirketi'nde bir tıkanlı temizlik uçucu saklaştı. Gosyalarını bitirdi. Bundan Brendli Ministerstvo'nda ekilişine to'g'ri bergan Qashqi shkolda ishchilar qismida shiji Чуваш Чилги учитель был. Кулара Чуваш Чилги бермескен Чувашка колынже Твачы была Чуваш Чилги учитель. Чуваш Национал беззащитный это школа. Аncak şimdi zakon var, şimdi Cengiz'in Brendli sisteminde Çuvaş Çilgi SGK'sinde çağırar şu an. Bakın sas kuvazı kiyle uçlarız. Bir SGK'den iki SGK'de Hvaragan şkulzem tubuna uçlarız. Bizim sultan nedir başında acizene nagruski bulak. Tevzede şanlı sultan nedir bulak. Acizene nagruski bulak. Şimdi zakon bayramaz. Şanda çağırar ödezesi. İngilizce çakarma çünkü mesela tek Çuvaş Çilgi'de, tek Respublika'da Çuvaş Çilgi'de çakarmalı. Sonra Gennady Nikolaevich Kalariga evinde çakarma olmaz. Şimdi mesela kalacaklar. Onda Federal Brendli Ministerstvo'da onun kuşlu geliyor. Brendli Minister ona şart bir gün olayı kullanışlar şey.
Bakalım sizin için o yorumdan layık olarak. Ebende Чувашстан сыкласа барат кезде, ебен өте халық ұлылар, халық ұлылар ішінде. Чуваш сен жолы ешкіне ұпыраса барат кезде. Чуваш оның бұлдарулы енесіне Kurduca, Kırgız tezesine millet. Onda pedemişliğe var, sunaklar, pedemişliğe dedi. Bu ülke, pedemişliğe, ayı gibi sen var, Çuvaş'ın kızın, ürünyenizin uğraş tezi, Çuvaş'ın kazanlar oldular. Şalarak kızı gazan, Çuvaş yılı yılki, bayanda doklandığımızın palıkta kalamacı, Элихи қалып, Чуваш қалып. Оның елі кезеңде тәлетмелі, елі кезең. Сынақлар, ұшылар генетикасы болып академик ғылымдар ялынық тәлінетін сөзшені білсіға. Ол қалиды баян субсидия одан, диаспора ішіне субсидия одан үйді ол, Чувашның ғылым барасы үйді өттірсігі барасы. Ол Егерде Чергене қалысын Чувашлар арасында, Чергене образование арасында, Хамы Чергене мазымен олайды. Генералдан sonra бажақ ұрық, Чергене образование арасында, ұрық енжен күшілатшы. Бір емесінде Чергене образование арасында, мен думалы, мүлде сұлақлар, қамдыға бағылдары. Волгалайчы бір емесінде тұмалар еді абат тұмалы дейінші. Şimdi 80 sana kalacağız biliyorsun. Abat bir göz olmadı. Böyle şiir, böyle buralar, böyle tutsa da var, bu ne şeydir? Bu da var ya. Maldan abat bir. Çuvaş'ın kuzey abacı bu. Kirek çuvaşlar, kirek kuş algayı, koyun abacı bu. Pirimite telinde abat çuvaş'ı, men güneşi bir şorttan жеш, тенжені қойын бағалы беш шапса ұшына бұлдараған адам. Ана темже жүр, иге беше жүру мар, оның білік үшін ұпрама бұлдараған абаты, мүлі талан бұлды чуашсы абат еді. Чын-чын шорттана, суда жүді магазин зенде, шорттанын бір бұнның процентіне тұрмасы бар. Чын-чын шорттан, чувашырарымыздың чын-чын шорттан, тәлімбелі шизе дұран оймасын. Бұда қыз шизенде тұран салғанын, тәлімбелі тума білді. Вот он чувашын таланчы, абаттан күшламалар десе болып тұрысқан, күнзі күштерінде қағайшын бек, чын-чын қағайшын бекіне қарап, тұлдармыш сен көр, емшу қазір список тұнығыр, егіп чувашын ергелі білмен шырғыдық туады абатты көрді. Олда Славаземдеров, Никольский Чемдеров, Ашмари Чемдеров, егер хамыр абады білмесі бір. Ондан бұл қалачы екеміш десе, тум десе, ол жесін жағы білін Чуваш республикінде, Чуваш көргілінде, нация академ столовые, егер абады образование қаласады. Ондан бұл қалачы екеміш десе, тұрмалар десе, одежда, шибуш. Вот когда Якутия, Калмыкия, Калажапа, или туда зайдет. Везем, бір пал или интересное мероприятие, или агалилов туда же багали, везем мне, нацитум для того начали, пришел вот так есть. А перед ней Чувашин Чувеев приехал. И он нам туда надо. А перед Шукапр, Элихи, Юлаевки, между прочим, Kirarın kostümde tuttuğunda yedi işaretler çüye kurduğundansa. Tuğ meclise bu halde klasifikasyada var bir yüz mümkün zapada tuğ bir işaretler var. Çuvarsı her kebineceğiz. Şirin duvarda tanrı, şirin birlik tanrı kebineceğiz. Çuvarsı kirarın kebineceğiz. Şirin duvarda tanrı yedi. Tabi çuvarsı tanrı birlik aysalara bu kompüter электронный ябазы бири бар. Ол Японияде тоже остается. Японияде народный дом народного
Единение до национальности. До национальности каждый же это подъявку выступает, не чувашка, не палочка, не классика. Волга, я или компьютер держу, где Японии, где Николай Сигарин, нет, или чувашка резин подарит за первым. Родина компьютера, это чуваши, термины походи, это же компьютерные работы. Вот компьютер ведь задание баранды и сами кто, а это термины, как головного зрителя, чуваши. Или хош халықты теңдегі тұрса бары, пушне тұғында сереброран тұғында тумба жүреген халықты баятыра, онге халық жоқ, теңдері жоқ. Аға жүреген просто, менде, пустмадатке құрдабырсы шеледі сужатымызды жүрген. Чуваш халығы темірден тумба жүреді. Уян халық сезімбек тума болжарды. Еврозуи, где надо заказать. Да? И вы пошли Ладно. Приглашим. Ол, генералдес Волгу денеге признание. Абат деріні, тун деріні, бишірішті қалатып, жыла ерге. Или жыла ерге земтелізмелі еще. Үтті халық сенде ұйылза Ваджа уйрымдараған жылай бектердегі. Ері сумақран чуваш ел ергенінен бұл чуваш чергенде қоры сумақ бажақта болмақ. Қоры сумақ чуваш чергенде болмақ. Бұлар үттіғалы оны келі сумақына жүзінде чуваш бір-біріне беде лай шанына, ененіне. Ол тек елдей болды. Если, например, менде будем формально, ментойник был вообще, был сильно мало заряда, мы щит пулмана, или чуваши. Падают дела Евгений, если вы предприняли, положим, он на него, Евгений Николаевич положил, наши постоянно, Черге, Евгений, Волкова, 20 студентов здесь, Сергей упрашивает. Енденде, если чувашла алачи ел, енденде, если чувашла туманса жүрел, енденде, если унен жері чуваш, елы ергене болнышла задыран, если кшанда выросла туда вагалась баста, если чувашла вагалась. Можно. Сюхта. Нет, давайте голосуем. Терес, вижу надо. Терес. Укшизук нужно. Терес, Потому да? что конкретизировать это очень хорошо, по-моему, на сегодня доказывать. Открывайте кафе, где будут кормить прекрасными вкусными, я не знаю, Терес. давайте открывать ателье, где будут шить моменты. Ну, Эти слова уже мне кажется, не раз слышали, это уже, честно говоря, не Николай, у нас как же? Хочется дать вопросы, а то нас припал выйдет. Бана Жембек, выйду банда, не чанет, не чат, вообще Yok bu videoda şeydir, usta yapı, taşlarda bu kan çuvaşta çıkınca zehir ham mediga, man bir bize kal kamuoyları kan çuvaş bu çiçeğin işini istedin. Он же это уже шабашные. Казан Петрович, иксма историчный голова, хон фуксан, наскер. Чуваш, Стамбул, значит, Каскель. Он не фильм так голосно. Историческое сознание, Ну, Егерде Хамар дела Ергене шunu izin nasıl? Bana şunu bir de çuvaş tüm bir yüzün arasında çuvaş bugün sabahlar tutmalı yedna şerbon sendimi var şerbon sendimi bir yüzün adı şu değil mi? Наши семейственные взаимодействия. Например, Чергеевин это сам исполнитель Чергеева. То есть, глаза
егер чуваш Чергине 500 раз чувашла филологический досыл менде ябала беге чувашын шумсы уйрым чувады улхала Чергеде шармеге шала керсегул ябала Мөжік у истории езек жазады. Бебе хан бурдышра иге жол менде киргизин же бурын. Ана көчкүдөн кличкада болчу киргиз дейсиз. Иге жол киргизин же бурын да онда узбексен нумай бурдашы. Шал епурун менде ошура киргизсен куршун же бурын. Ага дет анди каласа барат, онда чувашсен персенде булма, пенсия жеш булма. Эбе дет куршуна каласа болчу. А если узбек ачысын деп ойлап мен нанында болмайм анан эсте шотуда тазуу узбеклар калашатын чеди каран азания рак пачелезе менде бар эди Узбекистандан келгенде ялда болунма дедим ара аниле шулардын чеди кына кубачаны бирге йыбырынде чувашна мелерме деп секүлезе шамек шулардын чеди теберерди бугапта деп манди косиде шотуда таза азан чеди чувашна калашат Между дизим шалда чуваш мене ябалы сумса беги чеги чувашна калашас мене нарцисинин юла хор егерке между чувашна калашас мене не мала деп итлара улана зем самы чеги самы итлара хор трак дижунат шамбада егер воспитание Үйден жеде, наверное, шагырды бейіп бара кішілемеді. Смахран фильм Татьяна Николаевна, Ларатында Петров. Педагог үшін жеде бірін төлемелі, чувашын, хой, майызы, мелізін. Фильм Татьяна Николаевна күйенінде чепчевесі земде ширны. Бұл даже хой чепчевесі жәдіне педагоги чувашского народа феномен мировой цивилизации язык яттан. Каламажук, чувашсы, педагог киенде, будың елізен, время елізен терін жүкті үгітке қалады. Ағалмен маренде субкоммунистский шақпет бұрын алатса, чувашсын терінінде терізігайналы культуры кезі, чувашсын бері қалады. Истории, культуре, педагогике. Шабада пирин, наверное, шаб уйдузен или шчеленевчик көзе, Татьяна Николаевна Пускагадан уйдузе, верейндік системде арабыз құрмалы. Бұл ебінде пирин талип педумесілер табылмалы, бұл хойын учиден кеге, Геннадий Николаевич Волков ушна, этнопедагогику институт делается, он науково-технический институт. Онда Дижинде Марахман, Антерка, по этнопедагогику тематики Вещиганы, и Дузене, тут уже спасся, Тепчезе, Тарат институт. У меня прямо уходит, я говорю, сколько минут дать, все, он кончил. Вопросы? Я Давайте по порядку. Хорошо. Павел, как можно объяснить, что мы говорим, может, чуваши, сувары, ни одной уж вывески нет о чувашах, суварах. А болгарская церковь, то есть мечеть появилась в Чебоксарах и так далее. Когда нет такого не было болгарского мечети. Чуваши сидят, болгары отпада, тюрки отпада, нигде название Тубы Москва. Чуваши тебе тоже шутка, Сувар, это у нас Ларкалана. Чуваши это месопотамские сувары, месопотамские шумеры, на этом вот есть доказательства, шумерля, шумерши и так далее, и так далее. Действительно, все здесь были чуваши, сувары. А нет никаких вывесок. Ваш вопрос какой? Вопрос. История Почему нет? чуваши истории. Почему такие названия нет? Нет, Так, да. хорошо.
Почему нет таких названий чувашских? Ну, кстати, чувашской истории не только это, Геннадий Егоров Самахан говорит, Египет, 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 это Озагларас Уза, чувашской истории не тепчесине, Гундалинин, Каймар, Турунга. Bunlar şiirim diyor. Boş şirin de bura. Şambay teori ne şala gözümüzde de historik var. Şamso şala gözümüzde de var. Mahran ham dinler Kafkas tarafınca toplu halkı şapçıvarsın. Ana çivarıcı giriş. Son giriş de işte. Şambada kaçtı Çin ayda koyun nemizinde, bunlarla nemizinde, koyun çok özünde, terletçi yörünge yaşıyorlar. Şambada var. Теории занимаются Москва, Сарашада Москва, Костелонтерас, Костелонтерас. Через сегодня убила, Так, вот это, Это будет небесный. вы довольны ответственно? Короткий вопрос. Ну, вот это довольны? Не очень, да? Построен Бога. Так, следующий вопрос. Так, кто задает? Юрий Савин. Вчера сюда вроде. Владимир. Когда в России Фаланген, премии, лауреаты, международный литературный конкурс, золотая стала лауреаты, Жаки Сирот. Брат, я Халкина, Богдан Халка, Константин Петрович Манземляк, Шамин Тебе, Волков, Геннадий Николаевич, я говорю, Аксима Бумаз, Умбанде, Шайби Алсавна, Шабай, Петрович, Бол, Ушна институт права, университета, Тани, Манзем Педагог, я когда говорю, Шамба, я Кускадаши Марция, Лабутро, Деревья Калаши Марция, да, и Царь, но Харькова, вот Деревья Кремларатор, Волгенко, Гебда, Волков, Харлес, Шалдабла, Орден Красной Звезды, Афганец, Млетишана, Кавалер, вон, Казак, Лов, Филин, тренер, спортсмен, Беша, Диксон. Сиран, Жаганда, Кенегедров. Волжская звезда, это у них Тафаева. Учениксе Бариндеда была, учитель Бариндеда была. Он даже заметил, что яльчинские выходцы едят из Атланты, готовы убить, истоптать, иссушить душу народа и так далее. Бан, холодно, соревнования девятого, Шамбах предложил. Шалгани, если Шабла Бариндестек, день сирен был, шел дорогой, Касташан на если Шабляни вырастал, если кстати деда, Ирам Волков, Ардалин Игнатьев, Агеевсе, Мензер, на Визе Олимпиады, Визе Чемпионера, где-то халк не известен. Даже там Сирия говорит, я вам говорю. Мам, Чуна, Чавер Владимирович. Ответ Парда, может Константин Петрович, Партумар, если Парда, Студент Сергей, Рашин. Налея Владу. Меня у нас не теперь. То есть это, скажем, у нас космонавт есть, спортсмен есть, тогда известный чуваш, да? Чувашма, где-то по войне, у нас это фашистский медал сказал. авторы как? И я не был немножко сюда, на Калиге. Асаев. А как видите? Калиге узнал российское, Министерство российского образования, Демократической егиды, даже, если полимпиады, Шагелебе, учили. Тафаева не Господь, нахуй говорил. Если главное, наверное, Шаш, ты за фазер инвест, магели гирля. о, жандар, шоудар önünde жандар Шагелебе, битвенсinde. Эвиран Абулана, ар спортсов карбиран, Чапаевым, Малегал, Союз Фатистет, Ол жюлер, Нешкеле, Ол. Сейчас Тафаев пригласят, мы конкретно говорим. А вот, не купана. Ол калады, извините, Евкана, Марцана, когда Балов, на это здесь. Автор не там. сейчас придет автор. Ол, не так, Да, закончили, да? Когда мы начнем чувашей называть суварами, Николай Яковлевич Мак говорил, чуваш это сувар, сувар. Так? Ну, я шуладу чувашки заказала, чувашки заказала. Вот чувашский язык. Я в своей не могу. В своей не могу. Я в своей. Ваш вопрос. А автор учебника? Как автор
учебника. Давайте я. Даже вопрос. Насчет Яльчиковского? Да. Да. Значит, объясняю суть проблемы. Значит, на данной территории находилась татарская крепость. Это чувашская территория, конечно, сейчас ныне. Таиба называется, большая Таиба. Хронология, она еще болгарская была. Болгарская. Примерно считается 10 и до конца 14 века. Я слушаю. Внимательно слушайте, я Господин Гафаев, объяснил книгу эту принесите, проблему. пожалуйста, книгу. Вот эту проблему. Я Господин Гафаев, книгу покажите, Вы пожалуйста. слушайте, вы слушайте. Книгу. Вы слушайте. Нет, Дальше. он мне правильно объясняет, на книге Нет, нет. по-другому. Там Правильно. написано, иссушают Давайте душу народа. вы слушайте вначале. Иссушает душу народа. Я Это читаю. Карла Маркса. Слова. Я против Нет. слова Карла Маркса. Там у вас как свои слова, там Вы идет слушайте. тоже. Так, Таибинская крепость. Это в 14-м после монголо-татарского нашествия, ну, монгольского сейчас термин используется, там крепость примерно находилась, точно никто не знает, ну, 20-30 до 100 единиц воинов. И там функционировал баскак. Ну, это вы знаете, функции баскака по Василию Филипповичу Каховскому и Сафаргалиеву. Первое. Это сбор дани. Это сбор дани. Баскак, сборщик. Да, он так и пишется, сборщик дани. Второе. Это мобилизация чувашского населения. Это уже 14 век, уважаемые коллеги. Мобилизация чувашского населения, воинские формирования. Уже татар. Воинские формирования. Второе. Это сбор женщин, девушек, чего каких-либо понимаете. Следующее, это направление чувашских, а там находилось примерно 10 деревень, как пишет Василий Филиппович Каховский. Если Это Василий- демагогия. Он начинал сейчас совсем Нет, все правильно, я тебе все расскажу. Я ему объяснил уже, он не понимает. Когда нам короче, И- у нас выступление. Так, и суть проблемы в чем? По археологическим раскопкам, значит, ему тоже я объяснил, доказано, Василий Филиппович Каховский, Борис Васильевич Каховский, я с ним лично консультировался, да, это так. По их исследованиям выходит, что около Таибы, значит, 10 деревень было, родовое кладбище по чувашским, ну, так скажем, традициям, языческое кладбище было для всех 10 деревень. Это всегда так было. Это потом, когда христианство, потом, когда это на 14 век, вот, потом, это когда ислам, вот отдельно, когда она закрепилась уже среди части населения, отдельное языческое, отдельное христианское, отдельное мусульманское. Суть проблемы в чем? То есть, по археологическим данным Василия Филипповича Каховского и Бориса Васильевича Каховского, в одном кладбище или на одной кладбище хоронили, они нашли чувашское, девушки, женщины, чувашки, которые были женами или наложницами таибинского гарнизона, то есть мусульманского гарнизона, фактически понятно, да, о чем, по мусульманским традициям, и женщины, и дети. И на этом же кладбище хоронили, их же родственников, может отец, может там дедушка и далее братья, потому что это родовое кладбище. Понимаете, тогда по языческим традициям. Вот в чем проблема. Книги нет. Вот по языческим проблемам. Вот. То есть суть проблемы искусственно придумана. То есть резкого тогда различия между чувашами, мусульманками и резкое различие между язычниками, мужчинами, а там мужчины, захоронены отцы и прочее, по языческим традициям еще на 14 век, даже на конец не было. Вот. Спасибо. Менталитет несколько другой. Я пишу как? Этнографическая подгруппа, потому что сильное влияние татаро-кыпчакского менталитета.
Волков Так наверняка был бы, он не разрешил бы И так на это говорить. не надо обижаться. Спасибо, дальше. Это на самом Разберемся, деле так. разберемся. Так, все, господин информацию. Как специалист, Так, внимание, как Владимир Петрович, больше вопросов нет? Геннадий Ильич, Предыдущий давать вопросов нет? Ты выходишь, что дадим мы Екатерине Андреевне Ерафовой, пожалуйста. Она называется вас, выйдем. Подойдем, выйдем. Пожалуйста. Хотел назвать и сам еще раз. Вы справите его, Чувашский этнос, Урал, Волги. Это тема, да? Ну, на самом деле не так, потому что я изначально планировала сделать небольшую презентацию школы информационной статистической базы данных, которую мы с моими коллегами из Самары создали на основе моих материалов. Работаю я уже в школе больше 15 лет, и, естественно, проблема у многих исследователей такая сегодня существует, есть аналоговые записи. Сегодня у нас уже цифровой формат, и вот, соответственно, проблема сохранения материала, с одной стороны, решается, с другой стороны, как пользоваться. В данном случае была создана оболочка на платформе Silverlight, которую в данном виде, можно так закачали, значительную часть оцифрованных материалов, аудио, видеозаписи и цифры. Какое отношение имеет диаспора, спросите вы? Прямое, потому что, если говорить вот о той самой внутренней диаспоре, я работала во многих регионах, перечислить это все. Конечно, самое первое поле это была Самарская область, второе поле это Татарстан, Башкортостан, были материалы из Пензы, были из Ульяновской области, частично Чувашская республика, Оренбургия. Но изначально мой материал не ограничивается чувашами, поскольку был проект по межкультурному взаимодействию, и были в этом ходе этого проекта собраны материалы по другим народам, и здесь вот марийцы, Марва Эрзе, уйгуры, татары и даже русские. То есть предполагается, что база данных будет выполняться материалами и по другим народам. Но на данный момент создан только материал по чувашам, к сожалению, проекция не идеальная, поэтому больше не обратиться. Меняются, вы видите, вот, если мы видим на татар, соответственно, картинки будут меняться. Но поскольку я сказала, что да, у нас на данный момент чувашский материал включен, мы будем надеяться, что сейчас у нас техника не придет, потому что все еще должно еще загружаться. Итак, что из себя представляет ресурс, как нужно в нем ориентироваться? Чуваши, соответственно, разделены по 5 разделам: история, культура, отдельно фрагменты, связанные с культурой детства, этнические процессы и сельские музеи. Конечно, самый богатый раздел – это этническая культура, которую я включала. Да, значит, раздел хозяйства, материальная культура, религиозный обряд, культура и фольклор. Естественно, для структурирования материала основной причиной стал материал. Здесь исходила из того, что у меня было в моих записях, а интересовалась я в первую очередь даже религиозным обрядом и культурой. Наверное, вы сейчас увидите, что это значительная часть материалов. Ну и, конечно же, по материальной культуре в центре внимания были не только просветления, сейчас я все-таки верну материальной культуре, показать структуру, это поселение, жилище, хозяйственные постройки, костюм, пищи. Самое яркое из всего этого это действительно костюм. И вот дальше уже можно ориентироваться. Значит, по значкам можно определить, что это. Вот в данном случае украшение сюда новоселка я пишу. Для многих из вас, что название, что значит, пояснение, что за деревня, да, это очень малопонятное, да, явление. Если мы с вами наведем курсор, то у вас тут появляется здесь вот соответствующая картинка и пояснение. К сожалению, не воспроизводит. В данном случае, если не совсем установилась программа, не воспроизводит полностью характеристику. То есть, на самом деле, это характеристика названия головного убора или там, в данном случае шейных украшений и откуда этот материал. Это Федоровский район, Республика Башкортостан, и, соответственно, в каком году это было снято. Есть, если вот касательно костюма, в основном это фотоматериал, мы можем посмотреть, Алешкин Сапыль, это совсем недалеко, отсюда Дрожжановский район,
Татарстан, то же самое, картинку и такую аннотацию. Вернемся к разделу этническая культура, религиозно-обрядовая культура, и она, соответственно, поделена на религиозные представления, обряды, культурные места, предметы культуры и музыкальные инструменты. Культурные места, большая часть это места моления и кладбища. Места моления, например, моление, место, где проводится моление учет, деревня Кемеровка, Украинского района, Республики Башкортостан. Соответственно, можно увидеть фотографию. Ну, здесь есть и видеозаписи, в частности, вот старый Забуши, это Заданки, это Татарстан, соответственно, ведя кусок, можно посмотреть, как выглядит видеозапись. Далее обряды разделены на семейные календарные, в частности, семейные обряды. Здесь содержатся только два раздела: свадебный, похоронный, криминальный контекст, поскольку родильной обрядностью я практически не занималась, материала очень мало было. Но зато вот свадьба очень много. Здесь есть и фотографии, например, вы хотите посмотреть, как одевалась кружка жениха Сергея Кирюшкина, тоже Федоровский район, Республика Башкортостан, сейчас выбран в таком наряде. И наряд это не сундуков, а это то, в чем сегодня дружка жениха появляется на свадьбе, чувашской свадьбе в Башкирии. Это привейская этнографическая группа. Почему? Я говорю, это то, во что одевается сегодня. Да. Ну, наряжаться на свадьбе это нормально. Можно послушать свадебный обряд. Извините, а это с правой стороны? Да. Его украшает. Да. Можно послушать аудиозапись нашего образа. Это вот мои, собственно, полевые записи. Если кто владеет языком, соответственно, можно пользоваться. Даже пленка прямо сама отличается от пленки. Да, Ну что, это интересно. Две фотографии, где аудио, где видео. В трех деревнях пленки отличаются. А чем отличаются? Да, переключу. Есть видеозапись свадебного обряда, например, у меня согласно Славича, ваша обучение. У меня там состоялась не очень интересная встреча. Ну, кстати, фрагмент настоящей свадьбы. Я попала в Веселе, Башкортостан, значит, в центр Башкирии, на настоящую свадьбу. Фрагменты тоже оттуда попали. Если я хочу, если удастся видео воспроизвести, потому что, в общем-то, фаворитно Пане Галарам, били той или интересли можем лезать. Закон той за ней не ходи, Юрова, Ташева, директор лезла, что надо. А вот мы берем, да, пульте, мы либо уже это сделаем туер. Значит, новогодний цикл по соответствующему циклу. Новогодний, масличный, пасхальный, семицветройский, осенний цикл. Соответственно, наводя вот на новогодний цикл, к примеру, да, это календарные обряды конкретной группы кахинских в данном случае, или вот закамские еще ваши. То есть уже в краткой аннотации, в самом названии можно сориентироваться на территориальную группу, а уже вот, опять-таки, нажимая там аудиозапись, календарные обряды, Чуваши, соответственно, более полная информация, в каком селе это было записано. В данном случае это Бабринский район Такари, Алексеевка, 2002 года запись. Возвращаясь снова к обрядам, точнее даже к этнической культуре, чтобы время не занимать, это самое интересное, это, конечно же, напевы. И вот фольклор, раздел фольклор по этнической культуре, он таким образом разделен отдельно свадебные напевы, якутские, похоронные причитания, поминальные, новогодние напевы, запечки, масленичные напевы «Мой год», «Семипёрый»,
То, что, кстати, вот сохраняется именно в диаспоре, диаспора очень на плане Бакарда. Вы не запишете, скорее всего, здесь в Чувашии не один написанный год, а вот в Алексеевке, например, вот сейчас послушайте, как это звучит. Уникальный, с моей точки зрения, материал, это Удмуртская Ташла, тоже Бабкинский район. Когда я пришла в отбор одной из моих специальных, ну потом уже реальных экспонатов, они со мной заговорили на удмуртском языке. У меня это было большое потрясение, я, слава богу, была с каторы, и вот посмотрите, как выглядел момент встречи. Марам Тимур, Юлия Давай. Здравствуйте. Здрасте. Все. Это Чуваш Поль? Чуваш. А что я говорила, это говорится? Я и говорю, я Арьян. Проблема уж не говорят, мне разговаривать или не важно? Когда весь у Академии земный армии назад. Говорят, а ты Паспорт Чувашки. А Здесь они поют очень популярную именно в селе удмуртскую То есть это тоже показательно в культуре вот этой группы, и всего немного там, и живут они в меньшинстве в удмуртской деревне. Естественно, стал не только язык, но и частью уже элементы удмуртской культуры. Более того, если мы дальше будем слушать, то они мне, например, спели мелодия чувашская, слова удмуртские, свадебные песни. Закрепилась традиция этого села удмуртские слова. Естественно, поскольку в большинстве, но напев они оставили чувашские. И сегодня они таким образом... А что, весь народ пробежали сюда? Я туда пошел. Вот. Заходите сюда. Материалов подобных очень много. К сожалению, не все я смогла включить. Я надеюсь, продолжение этого проекта будет. И можно будет уже и чувашские, и малоисты, удмуртский материал добавить, чтобы это было нормально, такой исследовательской базы, которые могут пользоваться исследователями, ну, в Чувашии в том числе. В этом плане часть материала будет. Спасибо. Да,
Да, интересно общение, притом на современном уровне, с презентацией. Буквы мелкие, не читали. Надо крупнее. Внедряем для студентов, лекции. Да, просто авторы и дальше какие вопросы будут? Вопросы реализованы. У вас вопрос есть, да? Шак материала штандума булачи, малейме булачи. Вам вопрос. Вот это у меня был вопрос. У нас проект в этом году только завершается. Где вы в схему задали? Так, кстати, это и поэтому тиражирование, но по условиям проекта, конечно, я распространять не имею права, есть только возможность познакомиться в библиотеке или в архиве. Ну, например, я собираюсь подарить один диск в Институт гуманитарных наук, потому что там пользователи, которые могут прийти, соответственно, взять и смотреть. То есть это будет распространяться только по научным учреждениям, ну, соответствующим там, правилам пользования. Правильно, можно говорить, наш институт гуманитарных наук. Да, в Институте гуманитарных наук Обращайтесь. Вот для Гафуга. Тиражирование хажам булачи, племе булачи. Тиражирование, но к концу этого года, у нас проект завершается в начале декабря, к концу этого года мы тираж должны подготовить. Сейчас гуманитарий институт не тех, кто мало один для Ну, пока их на базовый формат, потому что где-то ему мало проблемы проблем. Так, много не видели, Тарат тираж поза, конечно, чувак продатында булай, үтте булазынде, стаман, мамна бірлеші кезем, коллега землетерінде, сейчас они помните Диск яйца, народ Поволжья, тут проблема шпая, чуваши. А шагом не пока шагом не. Так, Жука. Если млечник из МП прийти, положил лапы, что ж, лапы это все. Умутсендили, туда ой, умутсендили, мои сендили положили маску, туда же положили штабу но тоже найдем. Так что по земле я вам буду сложить, Так, Daha сказать. Через arkadaşım Serida Buzan, şakesi dukna zemşilimizin peki sürekli çökmeye acısını çünkü pidi girin bulaşı. Şahvada Serida çürüyen tablo var. Şahvada uluslararası ya bazı neşkaza dursa Türkçesi, şahvada auditoryum var. Mahmutçiye üniversitede yaşıyor. Şahvada tablo var. Çınakta mağara gelip bilinmesine şak matlaş uşuvacı. Şak gezin bufuna Türkçe ve жизни şirinimizine bir studentin auditoryum içi gelişecek. Лекциялар за практика семинаризм терзе шаг материалзыне студентске благодарности. Молодая девичья благодарность. Заявка была, все лекции. Шаг делегация учения семинара. Так, что это? Так, Малакам Калашмала күнде Башкортостанға келген ұзақтырып. Анатольевич. Анатольевич. Представитель дома. Могу и по-русски чуть-чуть, и чувашла раз про... Как вам легче? Чувашла вместе. А их иконы подожду, сам была, ну сказал, надо. Образование структуры чувашской диаспоры, которые вот чувашский случай диаспора, уже в мире провести перемены Дома национальности, чук диаспора. Ну просто говорят слово. Вообще запретили, убрали его слово. И Сирия Галашин. Сейчас карточка землемаешь, конечно, чурение, перед хор, и там организация учительной дни Шамра Пулна, ман первый учитель, то есть это был за Виталий Семенович Пряников, я был полномочий, кстати, премьера чувашского общества, как общество Дюни Мускавраджуни, Паягигун, вот Сагар Дохрма Шубалан, Паягигун и Абашкеда. Паягигун — советник президента Федеральной культурной автономии Чувашской России. Советник Чуваш нации конгресса, момент структуры образования, сегодняшний день, заместитель председателя Чувашского общества культуры города Москвы, Московской области и Центрального округа, вице-президентом, и меня избрали президентом, это то есть президентом АДЛ, международной Минск, организация Чувашской диаспоры города Минска, Алексей Николаевич Александрова, полномочный советник избрана, организацию создали международной, это город Минск по СНГ, меня избрали. Вот. В следующий день
еп калазавраша, куда эшегени сире перечень жин, а ко тема на причину, куда перейти перед бузык собрания уже. Перед, конечно, собрание 26-го бывает переизбрание Федеральной культурно-автономной России. Сейчас коли анны, мана может бизнесы, коли Геннадий Семенович Федоров перед лайкой после Аксаков Кришин, Анатолий Иванович, а мана говорит, Анатолий Иванович, если мы майшли, сана хала курагай, давай анны заговоришь. И это по день, конечно, сразу фундамент. Это программа Кришин сразу землись, а man уже 17 период, и директор Приволжский национальный костюм, обычаи, обряды всех народов России. У нас 17-го будет в Москве, Кремле, все диаспоры. Переформова и комфорта, и уже 94-го года. Чувашла. И хула даже тупса директор. А никогда шукамастер это 7-8 стран проехали Чувашла, глаза, которые вступили в Евросоюз. И хамда шанман, что когда весь разбирают, Чувашла и улаптези пачка, и чувашки едине хоть сюда зайдите. Точнее, или, конечно, Галина Александровна Никитина, художественный руководитель Никитина, вот перед полтора, вот этнологией занимается, и перед хор Адуга, и перед хамом СМЕ бесплатно директор. Поэтому, если я по образованию чуваш, если перед чин чуваш пузасом, если перед чуваш не управлял расстреляться, хамом все вида кларпунды, и перед чин чуваш кларпунды. Знаешь, а если перед каликуда вот Калаш, если перед чуваша управлял рассматривать чуваш, все угла клармагасан, и перед чуваш марвара, и пора марвара. Поэтому мы сказали, что 80 чем-то года, 79-го года. И я тут, я те второй день, и man атия затизин, мелеберется варна, шава ела я без них, шутку лайкали. А я вот как всегда на таком май, что речь ваш праздник зентуизм, зентим пуна, а затизим даже Болгария, мана хамна по Болгарии, хотя бы по его обычаи, я не говорю трудно, обычаи не схожи в Волжской Булгарии, надо забрать его дед, который в Волжской Булгарии, они в Волгоградской округе, год дальше живут, мне сестра, тетя, родная, вот они недавно приезжали. Поэтому я тут сажу не могу. И когда мне судьба так выпадает, так получается, я никогда не думал, что выдающихся людьми в одной семье стоим. Киноконцерт зал созвездия дружбы народов России. Сейчас идет, последний мы наш чувашский хор выступали после разрушения России гостиницы, а сейчас дом фестиваля «Музыка без границ», который фестиваль идет уже почти 2 месяца. Тоже наш хор участвует. У нас тоже чувашские костюмы и показываем, стараемся чувашские традиционные манезины. Халяк вот тусака прыгает. И мы придумали тоже 2 года назад, сейчас тема была, и перед фестиваль «Мир. Музыка без границ». Были мы в Финляндии и Швеции на 15 дней. Конечно, хочется мне, что история из них, делегации из Илья-Машина, по программе «Мир Москвы» в составе Казахидова. Когда я видел, как там Чувашла, Финогор, Финляндия, Чувашла и глаза, перед этой страной, когда Аземгалаш, откуда, оказывается, Финогор ма, и бир Чувашла дохнудись. А Чувашла и глаза потом, оказывается, финзами, а оказывается, как мы вышли из Чуваши и вышли. Вот перекрестус, вот этот народ мне говорит. И вот сейчас евро. Когда Европа подумала, 7-8 стран проехали на 15-20 дней. Пойдем сейчас, где Чувашла и глаза, и Франции, где кто не был в Париже, там, Дисней и прочее. Если выросла выдраны, себе не готовилась. Урфа красавец. А кашпровихе, бери. Херамзани, герда. Яш кебе емы, а мужик с ними не тебе вещи бакнда. Давай шюре дизи. Азим фулана говоришь, а выросла датпор, не надо галамас, урфа красавец. А когда я Чувашла говорю, мы в Волжской Булгарии, Ленин, знаете, говорю, Ленин, вот, Волга, говорю, в первую очередь Чувашла, и еще Чувашла говорю, да, и мана Карсинки, мы каймалуне, типа магазине, а по семье ласагаймалуне, видишь, сказать Чувашла. Вот сейчас я все регалашины, хоть тебе что-то засында, вот Чувашла не мазагай массенно, а те они парзаварно затиземали, я говорю, вот Фатиски благодарна, поехала, мальчику болели Татьяна Николаевна, момент это, я прям получение, короче, вот видите, душу, не ищем земли, этот, шипшина, вот, щимбака ложат лей, кажется, черене пландара, умещен вихе Чувашла тоже сага. Я вот калазавараш, пуштаешь, она сыхла, вот прозавараш скелет. Вот больше ноги дома. Вот если иду бара,
Между иду бардасın. Чувашского храма есть по Египу. Как лаважа отвечать вот. Человек смага. Известности не хватает. Голосообразие. Известности чуваши не знают ни в стране, ни в мире. Чувашского храма есть. Это да, имени Пардарнеги, имени Бедерит. Ланманный, вот перед, ну, перед Анатолием, чем директор Лажа Пойбе, короче, вот шаг Бедерит. Если Пардарнеги, если СССР, по Египу, по Пиде, вот, Пиде Таца, Галзаводе, он, кстати, Пидерош, Портнов, короче, ходим бесплатно, едет Тишанги, Манагалаш. По Египу, сказать, единственный чуваш общественный, бывший президент Николай Федоров, так сильный именно, Шамбагаджа, Амана, Акумби. Слушайте, эти имени явленные, тогда щемили, куда найман мажелисы, он сам говорит, ан президент, а я думаю, что мало, чисто не будешь мало поза. И вот если чуть-чуть ваш класс, если сильно мада, шагле, вниткеле, тареле духнуда, что ваш духнуда, аваши ничего, если принимать два крыжана, я сказала, принимать вам змей пужа, а если те пуж магасын, аки не бронзагалясын, вот щембумас, щамбагала замарашин, давай, например, Тусла, эмеребе берли бурнашу, я не грашим, а такой картинка зима, как так вот чистый элеки, а как так, ту рабу чистый хамон, это племянник получается, это чукуатка. А здесь, а пока чуть разобрать, элек пишет детей, а здесь не туда сюда, а вот это закон на том, колоссальный. Сейчас все пишет диктован, диктован, а ходить просто около растрасти, сыграл на том нашти кумпа, это мы уже не читали, по хадалесе. Тогда обучение чуть-чуть помогла. А Николай Заварашин Кам еще 28-го Министерство культуры, уже она уже Мендурыш, Уксарена на мне, юбилейный, творческий вечер, весь аппарат президента Чувашской Республики приезжает в Москву. Это 27-го они приезжают, 28-го кто в Москве будет, Дом литераторов. Чуваш сыне Мускаврак Тардашин, ман сыне. Везде, если Москве бурнаган чувашсем, живут дарапун маласын, чувашский град маласын. Кам бельдерна был, кам был уксай. Куда пойдем страна, пойдем республики, международном уровне, пульза, интеллигенции. И тогда ты мензем, а по бабах мензем, эту вадрова, это, ну, кам, историк синего Калашина, Сирия, Пидиамана, это, наверное, если Турлибана, Турлибана день и место не общал разворашен. Еще пусть стояшен. Спасибо себе за внимание. Чувашия национальный лидер. Так, ваш Кинжибер сразу. Присма Хашмда, Рабочева, Лара, Сан Юзубаш, Юзубаш, пока гадали жизнь, паскала жизнь, понимаете вашу. Давайте, Мама Каймала Халя, Чулбана, а я поечен весьма сказочно. Значит, пера Малалада, Кунгек, конференции Чинзе, Тома, Борнеге, Эпчерага, Рейдасфен, здесь интерес конференции переобиди гербы. И Чулбара Брона, Халюши, Чувашский культурный центр председателя, Башнин Мюшлаза, Барбон Чулгайла, постепенно по юридического, значит, и Цотуза, пока друзья Мидерце, Чувашстаничку Мидерзе, и всем думал Пшлару. Ман не смог раскрыть. И это Филипп Шуржубачев, который вещи регион как врач, больное отъединение, значит, консультацию на шрифте. Шангерги, тоже шрифте, Чувашстан, Тюльбуза, Калайста, всяк видим исторический материал, Золота Барса, Чувашстан, значит, Полуфасан. Хамин, Вальшан Крымов, поэме Друзья Забадан, Чувашский исторический сейчас они в порте распространяют. Как любитель истории, извините. Где популяризация истории чувашской, вот я поставил себе задачу, и чуваши немного просвещаю. Что я хочу сказать историкам всем. Вот я только из места наследия кинул. Чуваши по всей стране страдают от своей неизвестности, безвестности. Чувашская нация неизвестна народу широкому России. Кто такой чуваши, где находится, не знаю. Слово чуваши не знаю. Чуваши стесняется себя назвать чувашами. Недавно приходит ко мне горький на консультацию из моей деревни Евгений Кузьмин, консультирует внучку. Я говорю, Вень, вот скоро будет перепись. Кем ты будешь писаться, говорит? Что, чуваш или русский? Он говорит, ты что? Какой? Я 40 лет живу в Горьком. Какой я чуваш? Он на меня возмутился.
Он 9 лет, 8 глаз имеет образование, работает водителем. Менталитет создается общим мнением по всей стране. Чуваши боятся назвать себя чувашами. Вот эту проблему я хотел высказать, как боль, которую я ношу в своей груди. И просьба у меня к вам, всем историкам, писать больше о том, что мы великая фумер-болгарская нация, и все тюркские языки, дочерние языки чувашского языка, русский язык – это внучатый язык чувашского языка. 50% уже русских слов – это чувашские, я имею в виду, кроме тех купленных в Греции и Франции слов, да? Поэтому там, значит, чуть-чуть здесь написано. Приглашайте, кто будет представлять. Пожалуйста, просьба, приглашайте. Уйдем материал. С нашим медицинским факультетом вы дружите? Чувашским университетом? Вы профессор медицины? Ну, пока меня не приглашают. Пока не приглашают. В Москве у меня кафедра, поэтому дел хватает. Только мы не болгары, а чуваши сувары, шумерские. Значит, он доктор Это одна группа друзей. Я вас молчаю, я просто прошибу. Одна группа друзей. Поэтому, действительно, я вне плана и очень... Я представляю вас, доктор медицины, профессор, травматолог, ортопед, врач по медицины, нейрореабилитолог, заведующий кафедрой медицинской биомеханики и семейной реабилитации РАМСР Москва, член-корреспондент РАЕН, академик Мугамбарген и трех академик. Гордость чувашского народа. Нам просили увидеть. Поэтому, здесь вы вот я раздал, чуть здесь есть какие болезни консультируют, мне на автобус надо идти. Анатолий Петрович, от имени ректора Чувашского государственного педагогического университета, Зелещак Рета, Шагери Перегизе Чистунжин, Шагери Тусагалашпижин, Хаджа Радаркашин Зелебузик Пура, Завтра выезжаю, я кучу. Я очень занят. Я буду наши темы не чуваши. Северный чуваши, какой-то. Она сейчас будет выступать от имени Чувашского национального автономии Республики Татарстан. Яковлев, он сам не смог приехать. Как приветствовали, да, Татьяна Апрекина. Да, от района. А потом от Спасска, от Болгарии я уже. Можно? Слушаем вас. Власть из Татарстана. Университет будет хранить культурное наследие. Вторым по численности региона после титула республики, где проживает Чувашия, сегодня является Татарстан. В республике проживает более 126 тысяч чувашей. Имеет свою национальную газету «Сувар». Именно здесь родина известных чувашских поэтов, писателей. Достаточно назвать имя чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева и поэта Петра Петровича Кузангая, чтобы проникнуться уважением к этой земле. Интерес к родной культуре и национальному образованию, традициям и обычаям, объединение единомышленников дали мощный стимул национальному общественному движению Чуваш-Татарстана и стали основополагающими факторами в создании национальной культурной автономии Чувашии на территории Республики Татарстан. Сегодня Чувашская национальная культурная автономия в Татарстане создана в 1990 году, объединяет в своем кругу более 15 тысяч чувашей. И главная задача автономии – это сохранение и примножение культурного наследия чувашского народа. Председателем ЧНК в Татарстане является Яковлев Константин Геннадьевич. В данный момент в Татарстане 22 района, общественный центр, национальный центр. В Татарстане не пройдешь мимо праздника Уяв, где уже гремит по всей России. Это открытая площадка, где каждый может показать свои таланты, а главное – поделиться с сородичами и гостями праздника своими песнями своих предков, передавать знания о культуре и традициях чувашского народа молодому поколению, самим обогатиться новыми неизвестными чертами многогранной культуры чувашского народа.
Это головокружительные хороводы, знакомство с чувашскими песнями в исполнении мастеров искусств и фольклорных коллективов, с изделиями народных промыслов, изобразительное и прикладное искусство чувашки и, конечно же, дегустация национальных кулинарных изделий и напитков. Каждый год в этом старинном национальном празднике принимают участие творческие коллективы и исполнители из районов республики, из регионов России, из Чувашии, Самарской, Ульяновской, Тюменской и других областей. Всегда присутствуют депутаты Государственной Думы Российской Федерации и представители государственной власти Татарстана, гости из республик и областей России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2010 году в празднике принял участие премьер-министр Республики Татарстан Халиков. 16 июля в городе Булгар Спасского района провели межрегиональную научно-практическую конференцию по изучению истории и культурного наследия чувашей на земле древнего Булгара. Прикосновение к истокам. Важной вехой в истории ЧНК в Республике Татарстан стал приезд президента Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева 15 марта 2011 года в Татарстан. В рамках своей рабочей поездки он встретился с активом Чувашской национальной культурной автономии в Татарстане в Казанском университете. В ходе беседы Михаил Васильевич Игнатьев отметил, сегодня в наших многонациональных республиках люди живут очень дружно. Мы, приехав в Татарстан, даем дополнительные импульсы для взаимовыгодного сотрудничества. Надеюсь, что наши дружеские отношения будут развиваться и в будущем во благо чувашского и татарского народа. В числе ближайших планов сотрудничества Татарстана и Чувашии Михаил Игнатьев назвал проведение татарских и чувашских национальных праздников в двух республиках. Национально-культурной автономией осуществляются масштабные проекты, направленные на укрепление национального единства чувашского народа. Чувашский соловей, чувашский шепчаги, чувашская красавица, чувашпики, учеб, форум чувашской молодежи, слет отличников учебы. В апреле 2011 года почетным гостем слета стала народная артистка СССР Вера Кузьминична Кузьмина. Кроме этого, деятельность чувашской автономии затрагивает не только творческие проекты, но и спорт. 8 октября 2011 года в поселке Аксубаево на футбольном поле США прошел третий турнир по мини-футболу на Кубок Чувашской национальной культурной автономии Республики Татарстан. Расширение географии общения чувашской молодежи дает толчок для укрепления дружбы между подрастающим поколением многонациональной республики. Мероприятия, проводимые национальной культурной автономией Чувашии в Татарстане, это пример сохранения наследия наших предков. Очень важно сохранять и развивать национальные традиции, ведь национальный язык и культура – да, живой природы и плод внутреннего развития каждого отдельного народа. Это мировое богатство и часть общечеловеческой культуры. Спасибо, Татьяна Владимировна. Может, вопросы будут? Закончить все. Так, теперь здесь у вас еще они пары выступают. Это Владимирова Валентина Михайловна. Что же представляет? Казанского района. Город Болгар. Сегодня все хотят корни своего народа. Они в истории, культуре, языке. Без исторической памяти народа нет его самосознания и самоутверждения среди других наций. Обращение к прошлому собственной национальной культуры помогает нам более квалифицированно и, главное, обдуманно соотносить ее с культурой других народов, помнить своеобразие и ценность каждой из них, реалистически осознавать роль своего народа, истории края и страны. Чуваши в нашем Спасском районе немного, около 1000 человек только. Основная масса на родном языке обладает лишь на бытовом уровне. И поэтому, наверное, созданная 13 лет назад фольклорная группа «Сеспель» на первых порах воспринималась как нечто экзотическое. Постепенно у маленького коллектива обросла популярность. Воодушевленные первым успехом, мы поставили цель перед собой попробовать собрать вместе всех чуваш, проживающих в нашем Спасском районе. Огромную помощь в этом, конечно, поддержал наш глава администрации Камиль Азгатович. На приглашение первый раз откликнулись 40 человек, так как уже все чуваши
у нас обрусели, можно сказать, если есть такое слово, и ототарились. Потому что многие сейчас не признают, что они чуваши. Ну, тогда было. Тогда 40 человек кое-как мы собрали. Конечно, так трогательно прошла встреча, это словами не описать. Чувашская речь, песни лились, словно чистые говорливые лучей. Люди упивались ими. Сколько тогда пришлось услышать организаторам встретить теплых слов, благодарностей, не передать. И эта маленькая, но уверенная победа подтолкнула меня работать со своей фольклорной группой «Сеська» «Подснежники» в клубе любителей национальной культуры при районном доме культуры нашего города. В клубе собирались представители разных национальностей, слушали музыку, читали стихи, отгадывали загадки на родном языке, угощались чаем из самовара, вели неспешные разговоры, знакомились с чувашским просветителем Иваном Яковлевичем Яковлевым и с творчеством чувашских писателей и поэтов Петра Хузангая, Михаила Сеськаля и других. В стихах Хузангая звучит гордость за свой народ, воспитывая многовековая дружба чувашей, татар, русских и людей других национальностей, населяющих наш край. Подобные встречи дают людям радость общения и возможность прикоснуться к своим истокам. Позже, в 2000 году, в Доме детского творчества организовали чувашскую студию для ребят, где они могли заниматься национальной вышивкой, фольклором, разучивали песни, танцы. Ребята с большим удовольствием притянулись к новому. Между прочим, среди них были не только дети чувашской национальности. Очень много к нам идут, просятся дети татарской национальности. Наша группа, детская теперь и взрослые у нас эта группа, постоянно успешно выступает перед зрителями нашего района и республики. Сеська, расцветший более 13 лет назад, по-прежнему свеж и притягательный, а пока его участники полны энергии и задора, ему не завянуть. Отрадно отметить, что чуваши, живущие в Спасском районе, осознают себя неотъемлемой частью единого этноса, активно участвуют в культурной и общественно-политической жизни. Для сохранения и развития чувашского языка, традиций, национальной культуры в нашем районе был создан в 2005 году Чувашский общественно-национальный центр, председателем которого выбрали меня. Совместно с Чувашским автономным центром Республики Татарстан ведем работу по созданию условий для сохранения и распространения среди чувашей родного языка и культуры. Ежегодно наш район принимает участие во всероссийском конкурсе праздники чувашской культуры «Уяв». Ребята из фольклорного кружка «Болгарские подснежники» участвуют и получают дипломы на всероссийском конкурсе «Чувашская ласточка». Целью создания условий для изучения языка и культуры, обычаев, быта, традиций чувашского народа, воспитания уважительного отношения к национальному духовному наследию Вишборискинской школой был введен предмет «История Чувашского края». Он охватил программы нормативное, информационно-когнитивное, организационное и материально-техническое обеспечение, а также разработку компонента образовательного учреждения базисного учебного плана. В этом году в Вишборискскую школу мы открыли чувашскую школу. Эту школу у нас хотели закрыть, только вот добиваясь, конечно, это, чтобы мы закрыли, как нам сказали, в республике. Если вот вы чувашский, у вас это деревня, чувашская деревня, хотя там сейчас, конечно, пожилые люди только знают чувашский язык. Если, говорит, вы будете изучать чувашский язык, тогда только оставим вашу школу. Сперва, конечно, вот раньше, когда мы хотели открыть школу чувашскую, там в этом селе, все были против. Тут все родители, все, конечно, были за. Сейчас у нас чувашская школа работает в этом году. Хотя во многих районах закрывают, но нам, конечно, Вроде были сами чуваши, чувашские семьи. Да, чувашские семьи были. Вот это мне непонятно. Мы уже не чуваши. Ну как так можно было дожить до этого, Либо бunda to'g'ri ko'rsin. Ikkinchi Sharbek Shivar uchsa suma kalamanlar. Школа Хубар здесь, да? Это же дожить надо до этого. Что это такое? Это вообще... Ну, сейчас с большим удовольствием дети учатся. И
петь, и танцевать, и разговаривать. Вот сейчас тоже мы приехали, у нас вот учительница чувашского языка и литературы Татьяна. Она сама из Тетюши, конечно, перешла к нам преподавать чувашский язык и литературу. Мы сейчас вот хотим тоже найти для пособия для русскоязычной школы. Потому что на чувашском там ничего читать не умеют. Мы уже будем надеяться, что они... Нет. 16 июля провели межрегиональную научно-практическую конференцию по изучению истории и культурного наследия Чуваш на земле Древнего Булгара, прикосновение к истокам. Земля Древнего Булгара – это земля наших предков. В связи с большой реконструкцией заповедники вопрос о этнокультурном центре Чуваш на этой земле стоит очень остро. Руководители нашей республики не препятствуют этому. Руководители, вопрос, конечно, это можно решить только совместно с руководителями Чувашской республики. Как вот Витимир, этот Шарик Ильичалиев нам сказал, он не против. Почему, говорит, мы, татарский народ, должны вам построить чувашский центр, чувашский этнографический, хотя бы вот Чувашшурче, да? Это сколько вот разговоров у нас ведется. Магерман, Начана, Чизива, Маша. Вот перешамбек, товарищ. Если изей улмасаны, бешамбек, буран, перегайран, хамран, азатия занезин уминчети, пите намыс кулмала, и уласыр уминчети, кайран уже кая илат поребер. И думать, каяла читме. Ежегодно приезжают к нам группы творческой интеллигенции из Чувашской республики для изучения истории, обмена опытом. Вузы Чувашской республики по итогам своих исследовательских работ издают учебные пособия о великих болгарах для студентов и школьников. Даже за незначительными успехами стоит большая кропотливая работа, которая незаметна постороннему глазу. Мы понимаем, что не все у нас идет гладко, не все у нас получается. Хочется нам охватить, конечно, больше людей, населенных пунктов, привлечь изучение истории родного края еще больше число учащихся. Много мы, конечно, достигли, но хочется делать еще больше. Думаю, у нас получится, если мы будем работать совместно. Я вас приглашаю всех в город Болгар. Можно, мы уж про Болгары не буду рассказывать, мы презентацию сделали. Посмотрим на это маленькое. Один небольшой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы это болгары скажите, так? Да. А почему болгары не назвали суланами? Ведь до 1991 года этот город был назывался Спас. Так? Спас назывался. Спас. Вот. Потом можно Спас татарский. С 1935 года Куйбышев, а с 1991 года болгары. А почему он должен называться Суваром, если он исторически булгаром был? Булгаром не был там. Нет, было, он сначала был Мардуканом, а потом болгар был. Болгара не было. Почему? Потому что вот смотрите, даже Иван Грозный и другие Да, это вопрос не даю, а докладчик вопрос. Кузнечи Хара, Бирен Спасский район, да. Он был Бирен музей Сувар. Музей Сувар, да. Сувар, он да, Чинака, он да, Казу Чинака, он да, Чуваш всем был, он да, язычество, маляк был. А вот Бирен Татарстана, Аксурая людей языческие, мне тридца влаган язык Бирен Умай. Юбазин, еди жамбиге келихи, чувашны бертелеші, уявзин, еди евцевраші, ебі қамын пілмегіна шымяқсу, шерклі, ялі бұл. Онда бідімбек, хаге хересте бар, бідімбек бідім абрядізіне, бідімілізіне, языческий веры это Сабантуй, деревья. Сабантуй, агатуй, Сабантуй, туразин, дереші, агатуй. Агатуй, Сабантуй, это чувашский национальный праздник. Шабла, разрешишь, махкалам, Сабантуй, Сабанклуб. Так, вы можете Сабантуй. Вопросы докладчика, пожалуйста, кончились?
Так, вопрос красный. Я приватно Только не надо брать вопрос. Я приватно А потом вы пишете, да? Отлично говорит с вами. Еще вопрос нет. Когда у нас кто еще хотел заявку дал за доклады? У нас Николай Константинович. У вас доклад? Как доклад, да? Пожалуйста, да? Да, требует. Нет, итак, кто еще выступает у нас? Каждый государь первым откуда голосовать, если ну сказал, прекрасным день, Нижегородский день, тогда Уфимский, Башкирстан, Красный, Майстримский голосовать. Я был запрошен Ульяновский, Красный, Майстримский. Это вы будете представить, да, фамилию вашу? Я являюсь И фамилию вашу? Хорошо, все, продолжайте. Председатель Ульяновского отделения Союза чувашских писателей. Вернее, Союза писателей Чувашской Республики. Ну, по совместительству художник, скульптор, там далее. Чувашский, почетный член Чувашской народной академии, от имени академии работаем, от имени Чувашского национального конгресса, ходим, выступаем тоже. И самая большая слабость, хотя я увлекаюсь этим, как скульптор, это мое увлечение. Я закончил в 1979 году Яковлевский институт, художественно-графический факультет. Учителя как-то не получилось из меня, понимаете? Всего понемногу. Идти в школу вроде как-то сначала было рано, а теперь поздно, понимаете? Каждый день сам памятник млада. И Чувашин узурпатор зимний. Вещил лучшим делом вещи памятник, знает, Сакар Мишел Далартовым, Тимир Женде, Рекаевым первый ученик не, то есть Яковлев первый ученик не, Рекаев Алексей Васильевич. Он Тимир Женде, Чувашин буквально в Хататуне заболели историю, где Ивхан Тимир Женде, она тогда средний, Тим Тимир Женде был. Вот, и сам, да, Тим Тимир Женде, Рекаев Васильевич был. Перен Азакин старший зенде пример ударно, был связан ротовой мармур да исторический. Но Пухтин не, Яковлев наш ученик личный был Бюргановский. Вот Бюргановский бе, он Кукачейн меня была Аше прапрадед, да? Вот. Но он подружит Тунова. Затем ман значит прадед, Щербатор, плата деньги Укшарвана. Это царские деньги, когда можно было там лошадь купить за 3 рубля. Вот большие деньги. Содержал, кормил, там плотников, строили церковь и церковно-приходскую школу, а потом сгорело по новой строили тоже. Вот, сам как человек, и после него, сейчас не книгочник Гертрем, в Чувашское дело. Сейчас книгочник, как презентации в Сирии впервые показывают только ту христианазию. И в бонус книги там имели побольше, линия, да. Да, интересоваться 27 мая. Последний день уже по директорам вот, отправлял, для меня большая честь приемать. Я говорю, на Игорь Михайловна. Валентина Михайловна, я Сыре благодарен, и Сыре пусть стоят. Игорь Михайловна, тем не кусок мероприятия вернее, Валентина Михайловна говорит, лично позвонил, она приглашать тоже, Арба, дадут, но все бебе. Он да, темендер, Чувашин, сейчас, тесля, теплема извине, сейчас бы, я безине, Чуза, завтра извине, темендер, здесь глава администрации, темендер, уже, Камаллазин, Кучрам Бахса, Калашвардума, вообще, Калася Прохаль, ман проект сегодня удал обсуждать власти, пока добро пока побарища, но надеюсь проблем общими усилиями. Вот профессор Тарфаев пообещал поддержать, надо будет создавать общественное мнение, выработать, может быть, даже вот пользуясь моментом сейчас конференции Каласин Сумахса не тоже протокол Туза, на антипригендюмда и целема администрации Хутки. Сейчас Бачаваш Кала Тузабар ходит мана аван Хутки, вся Хутпа, чтобы вся вещей то Сямба не продалась не пушу сама там будто. Вся Калася всегда турман всегда.
Все, не чирмала, наблад, вот, сямба передор поддержку если на общественных началах, и в компенсионер, где она продвигалась, процент, где она добра, коля, брат, из ухмаду уходить, фоксу бабы не глазать венить. Рекеева, Херпель, Пинхамне, потом Арамалдан, вроде Мандугаларди, Карен, Курат, вроде, Утибами Тишин, Просяжи Пинтулиц. Это здесь сямба перманентный гурло, прежде бесплатного сама ударит. Календарь, усерман буквально, уйкална, неге не стакачи скоро всегда. Неге памятник мне, чувашники пропаторы, сямбе курусулов парсан, если нормально, на самом деле. Вот, чем держать, закрыто, да, это культурный центр, наканила, шайвеку, хиршевич, порнашайка, хиршевич, передельбек люди, среди даже писером пулытья, веренничен как историк всем, тут еще министерство, меньше вара bizim şurada çizayamaşı, her şurada bulman umdedigi, şunaktan bir kamera ayıklı olmalı. Kıcal şarkıydı var, yerestezi, şarkıydı var, tanastezi, konferensiyi terdi Татьяна и Эда, хамон отпускной не полностью, унын отпускной беда, и чередложил. Кетсе видно, вещь хамон наверное, потому что или финансирование жук, сирен чувашсем, туя пребыли, селарный район, я лапштар забрапа, чувашинцин, поддержка министерства курмас продиша. Вперед, першин тунцагайса, шак, глава бакалашин не был, где, одобрять, пиде, контактов. Халя bizim bunu biraz boyutları bir tampayı, şart konferansı vergi. Bir bana свои туза давай рубишта, да перед художник, я вот как с ними изделия. Педагог шуму бадили хвала заяжа. Был перед шаг, где мы будем рассказать. Bizim konferansınca böyle tebrik kaçar da sınavı gibi olacak. Konferansınca bir memnuniye kulağına kalandı, hayır kimseler kapına geçen. Bu slayır deşisiyle benezelim bayrak diyor. Ezer Çavuş'un kuşlarının konferansiye seyret çalışmalar Çavuş'lardı. Seyret kudarınca şarkı yaptı. Çırak bir memleketler, bizim kamdarlanmış, birim akla bulası Rusya çalışmaları diyor. Birim bu уже sovyetski periodlar bize uyarılan ayarlar. Biri şarkı bilgi kalar. Seyret ikinci konferansiye kuşlarına satılsın. Numarak Çavuş'la çalışmaları. Ebelardı milletlerim, millet o tutar Çavuş'larmış iken. Ebe shodstvo жирарым акценте, чувашская галасты жүйеде, ebe смысл не алланды, чуваштардың мезгінде деді. Сым акцент похожизен пиден умайдысы. Ebe бірге ішлемезен, бірін чынақтам алалар адаланаймас бір едір, қазақ бар емас бір едір, а ертінен жей, қалашы, без прошлого нет будущего деші. Шарна бір манас мақча, бірі күрегірмез бір құлнашча. Пускаться я не знаю, что подтверждение еще дала персональная выставка. Если пускаться я тогда же покалам, откуда шугун нельзя, bizim burada Çuvaşlı çumba şunlayacağız. Var mı? Koyacak şey mi jüresi? Тоже на пикулах на куди профессоры рассказывают. А это нельзя, burada koyacak şey mi jüresi? Çuvaşlı şarkıcısı. Хамада самохраны, почитайте Кулманы, вот куда Екатеринбург, куда Уфа, Монтогорск, что на сетмени, и куда люди хам чаважи. Так помнится, здесь сказать, чавумран, Шамбада, Ялан убек, син чурей мес, кударай мас, Шамбада, шагындай, кугуннамай. И конференции не керзе, галушка здесь лардармар, можете Гишуну кирде. Сәлеви буладыр, сәшуне, резолюция буладыр. Самахат, патшалы қана жумне, бюджетра, аяқли тиясқа земде, шлеме итлара ұша қылча, тем жуға. Шар решение. Пошли кушать органы, уводили средств. Итлара, шағын ғұрны конференция интернеттен, шағын конференция интернет тем жуға олады. Патшалық қана же ұқшақ өздіржан ектеміне. Реплику можно? Ставочку. Будет мне. Патшалық қана же не ибір пирин наука педагогика конференциясынче.
пирин переносит шайнже, шаукшна худр дезе, и жену тумак пулдараймас пирин праваж, шаплада, шамбада, тархашима заханулы булыр. Тем вот когда ты все пирин политика, шучема, пирин наука, практика конференции где, и пирин наука башиванная, уйдут не банкскадапар. Хотя урых денег будет займатор шишкалов, анчахта и бир хамрын шайра, хамрын уйдузине. Пирин наука по практике конференции мне кельдевларда. Школ зене блошмалла, студент зене хадабинетле. Время пособием тумалла, пирин укша выдаси, укша хураси, мне не знаю, кафе ужаси, уйдузине шука пирин. Шамбада азыргануулу булыр. Шамбада хамыр шайлар мен думам буларат бір, шамнар булар. Шамбада епшар келе тардыбады пайын тусагалашты шимзине. От скульпторзем, вратсем, тухторзем деме, профессорзем нарашы. Біздің калажинче, пуринчинче де именно ша выйду. Менде пирин пособиесінде бошмам буларат бір. Апети срахленчар делайыр материалзым бегене. Біздің еве студентсім ушнесі армалла, англармалла, тираштымалла, вот перешардым. Анжакта политика шайынче, финанс шайынче бізде егер потенциалы кележет, онда решение ежегодно протокол здесь вот шаудыги калашты. Балла силу ежегодно чуваш платикон безен эше кезек ежегодно было. Он идезе искатнан лават самахнат. Этнобедовка институте ведь. Вот так ежегодно калашнило. Этнобедовка культура, этнобедовка исчезет. Шауи довези. Али вот мускаврада Госдуму депутатизм подне пурин бате решительно. Пурин беди калашату взяли. Институт, хану Медведев хоин посланин где воспитание видела здесь все пурин видели бумала дезе. Это будет ладно, а волы не виду, а теперь сюда глаза. Воспитание. Перебегите хану терроризм, андалана, каждый шиндвелер, преступление. А чет только он этим миллиард уча параша, а это было воспитание идеологического. А воспитание идеологического семьи Тарбус Евгений уча помощь. Наоборот, чагар забрать, педагогика и педагогия, сегодня чагар забрать. Шамбада, шаг для главного протокол травмы, вот, например, хамшеведение, а депутация не трудно забрать, вот, шанды тысячи рублей, шанды критиклер спирали. Шлемелер, думала, где мана султан была. Шамбакова. Вообще заводы наши власти. Наши власти. Да? Там наши куда все же государство. 80 Башкортостан, пожалуйста. Я представляю Республику Башкортостан, в частности, я являюсь научным сотрудником отдела рукописных изданий национальной библиотеки. В частности, меня называется Чувашская диаспора в Башкортостане. В частности, по материалам Фонда национальной библиотеки Республики Башкортостан. Ну, во-первых, надо сказать, что я очень рад присутствовать на этом мероприятии, потому что проведение таких мероприятий, мне кажется, очень мобилизует именно этот, как называют, нацмены, да, называют национальные меньшинства. Вот, и башкиры вот ежегодно проводят, в частности, вы знаете, что после того, как Советского Союза не стало, 20 лет назад, в 1995 году первый Бурултай Башкир провели, значит, Бурултай Башкир, в 2002 году второй Бурултай, и вот буквально в прошлом году, значит, в Уфе прошел третий Бурултай Башкир. Вот, мне кажется, проведение вот таких крупных мероприятий, где вот, собираются представители какого-либо, скажем так, народа, данное мероприятие способствует, скажем так, сохранению вот этих идентичностей, да, скажем так, помогает, скажем так, не унифицироваться, потому что вот в последнее время идет такая, я бы сказал, унификация, вот, скажем так,
подгребание под одну гребенку, да, вот. И поэтому забываются наши традиции, забываются религии, забываются языки, и поэтому побольше вот таких мероприятий. Вот в частности, я посвятил историю чувашей в Башкортостане. Вообще появление чувашского народа в Башкортостане связано с добровольным вхождением башкир в состав России во второй половине 16 века. Можно сказать, что на всем протяжении 16 и второй половины 17 века доля нерусских народов, в частности, я считаю, нерусским народом отношу, то есть удмуртов, марийцев, чувашей и других народов, их доля была очень невысока. Вторая волна переселения народов на территории Башкортостана считается вторая половина 17 века. Как вы знаете, именно в это время вводится в России крепостное право, а также в связи с церковным расколом, когда начинается гонение на раскольников. И, наконец, третья волна переселения в Башкортостан связана с принятием указа от 11 февраля 1736 года, который де-юре разрешил продажу башкирских вотчинных земель. И, наконец, четвертая волна началась после отмены крепостного права в 1861 году. Вот еще один актуальный вопрос, который меня интересовал. Причина, по которому эти народы переселяются на территорию Башкортостана. Как писал известный исследователь Башкирии Ремесов, он говорил, что первая волна, как я сказал, это вот 16-я, вторая половина 17 века, составила свободное переселение. Свободную колонизацию составляли как русское население, так и инородцы, которые уходили в этот просторный и дикий край. Сюда стекались беглецы из царства Казанского, черемисцы, ватяки и другие, а также русские сектанты, селились здесь в дремучих лесах, где никто не ведал о их пребывании. Впоследствии правительство стало даже поощрять эту колонизацию, давать разные льготы, в особенности после восстания башкир. Когда же колонизация слишком усиливалась, и башкиры терпели от захватов их земель разные лишения и неудобства, и жаловались, правительство запрещало переселение. Однако переселения не останавливались, и с течением времени число прибывающих все увеличивалось. Целью переселенцев был не только поиск свободы от преследования, но и чисто экономическая сторона, восторг и все удобства жизни. Вторая и третья волны – это вот, скажем так, периодически вторая половина 17 и вторая половина, скажем так, 18 века. Это насильственная колонизация. Преследовала чисто политические цели, то есть создание края русского оседлого населения. Создавалась она в основном уфимскими помещиками, заселявшими пустопорожние земли и поля своими крепостными крестьянами по внутренней губернии России. Ну и, конечно, отмена крепостного права в 1961 году открыла путь для беспрепятственного переселения народов на территорию Башкортостана. Таким образом, основными причинами того, что люди стали покидать свои насиженные целыми поколениями места, свои родные гнезда, продавать за бесценок свои дома и хозяйства, были в первую очередь малоземелье, а затем безлесье и плохое качество бывших наделов. Не последнее место, конечно, потому что люди переселялись на территорию Башкортостана, было, конечно же, нетолерантное отношение башкир к переселенцам. Ведь многие из них относительно легко могли найти себе пристанище в Башкирском крае. Например, известно, что в 60-х годах 18 века в Башкортостане насчитывалось около 100 тысяч человек русских. А по данным первой ревизии, вы знаете, 1718-24 годы в крае насчитывалось марий 4668 человек обоего пола, татар 3943, удмуртов 1689, чувашей 704, мордвы 17 человек. В 50-х годах, то есть в 50-х годах 18 века их всего насчитывалось
около 67 тысяч человек обоего пола. Исследователи, которые непосредственно изучают башкирское общество, положительным, в настоящее время среди более 100 национальностей, населяющих Республику Башкортостан, по данным переписи 2002 года, чуваши по численности занимают 4-е место после башкир, русских и татар. Вот эти вот все аспекты, перечисленные мной, и другие аспекты жизни чувашской территории Башкортостана во многом количестве можно почерпнуть из материалов фонда редких и рукописных книг, в частности, которые выходили в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Чебоксары, Уфа во второй половине 19-го, начале 20 века. В частности, некоторые из них я назову. Сейчас такие авторы, как Валуева, называется «Чуваша по великой русской реке», очерки и картины Поволжья, Санкт-Петербург, 1903 год. Золотницкий «Вопрос о способах образования чувашей», который находится в сборнике документов и статей по вопросу об образовании инородцев, Санкт-Петербург, 1869 год. И другие авторы. В частности, в 2004 году усилиями Национальной библиотеки был выпущен рекомендательный указатель, который называется «Народы Башкортостана». В частности, здесь, в этом сборнике, то есть в указателе содержится около 80 названий книг, связанных с чувашским народом. Какой книги ты сейчас? «Народы Башкортостана». Уфа, 2004 год. 80 названий про чувашей. Наиболее, скажем так, интересно для меня лично была та литература, которая выходила в Уфе. То есть, вы знаете, был раньше исторический Башкортостан, после того, как Россия была разделена на губернии. В частности, во второй половине 19 века исторически, скажем так, Башкортостан был разделен на 2 губернии. Первая – это Уфимская губерния и Оренбургская губерния. И вот, в частности, меня интересовали те книги, которые выходили в городах Уфе и Оренбурге. В частности, об одной из книг я могу упомянуть. Это книга известного российского географа и краеведа Черемшанского. Известность он получил благодаря своей, скажем так, фундаментальной работе, которая называется «Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношении», которая затем стала популярной не только на территории, скажем так, близлежащих территорий, но и в центральной, скажем так, и в Санкт-Петербурге, и в Москве на эту книгу ссылались. В частности, по поводу чуваши он пишет, что чуваши прежде причисляли к финскому племени, но современные народы исследователи считают их ближе подходящими к племени татарско-русскому. Народ этот, подобно другим народцам, населяющим ныне Оренбургскую губернию, считается выходцами из Казанской и Симбирской губернии, уездов Казанского, Чебоксарского и Курмышского. И он преимущественно расселен был Поволжьем. Когда спустя около 200 лет от времени покорения Казани начали обращать в христианскую веру, то некоторые из них, не желая принять полную и из опасения принуждений, оставили первоначальные свои жилища, перешли через Волгу и поселились между башкирцами на их землях и Запровках. Внешность чуваши, именно, которые проживали на территории Башкортостана, он описывает следующим образом. Рост имеет средний, бледнолицый, волосы имеют большей частью русые, нос и рот средние, глаза небольшие, светло-серые, лоб малый, бороды небольшие, телосложение имеет по большей части слабое. О нравственных качествах чуваши Черемшанский пишет: по нравам очень кроткие, простодушные и робкие, и подчас гостеприимны и признательны, легковерны, склонны к разным суевериям и многобожию. Интересно также сведения о чувашах в Башкортостане в трудах известного исследователя края, первого члена-корреспондента Академии наук России Петра Ивановича Рычкова. В частности, в его знаменитой работе «Топография Оренбургской губернии» о чувашском народе пишется следующее. В
Все онные в Уфимской провинции, находящиеся чуваши, состоят в числе Дегтярей и Бобылей и платят ЕСАК с каждой души по 80 копеек, да сверх того повсегодно наряжается из них 6, а иногда из 5 дворов в Оренбург для казенных работ по человеку. В другом издании, которое называется «Труды Оренбургской ученой-архивной комиссии», речь идет о так называемых чувашных отступниках. Была такая мощинская страница для современного города Орска, которая находится в Оренбургской области. В частности, по словам некоторого Севастьянова, в 1839 году 145 казаков из Чувашей, Мощинской станицы вышеназванной, спросили местное начальство о дозволении им исповедовать магометанскую, то есть мусульманскую веру. В ответ на это войсковая Оренбургская канцелярия обратилась к духовному магометанскому собранию, это высшее духовное орган считался мусульманским, и Оренбургскому духовному управлению. В ответ на это духовное собрание согласилось принять чувашей и казаков в ислам, а Оренбургское духовное собрание, сославшись на статью 92, указывающая на то, что только господствующая религия, на то время это христианство было, да, кто знает, может распространять свое влияние, отказалась. Обстановка с каждым годом накалялась, казаки требовали перевести в ислам, говоря, что предпочли магометанскую религию по привычке постоянного общения с татарами Мочинской станицы, с ведома духовного магометанского собрания и по незнанию русского языка молитв никогда не поймут. После этого доверитель этих казаков, так называемый Абдул Каримов, он поехал в Уфу, к муфтию, которого уверял, что ранее они были мусульманами. И тогда духовное собрание приписало Чувашии Староорской мечети, не уведомив войсковое начальство. Но, осознавший свою ошибку 6 июня 1845 года, просило войсковое правление в случае, если эти казаки окажутся язычниками, запретить им исповедание ислама. При проверке выяснилось, что некоторые из вышеназванных 145 казаков Чуваши были крещены в свое время, и в результате генерал-губернатор Оренбургской губернии Перовский объявил строгий выговор войсковому управлению и духовному собранию. И в частности, были приняты некоторые меры, чтобы остановить по возможности религиозное движение Чувашей в мусульманстве. И 30 января 1855 года предписал наказному атаману генерал-майору станицы и станицы мусульманского населения. Пользуясь правом переселения, Перовский, не уведомляет об истинной цели ни войскового начальства, ни департамент военного населения, в ответом малоземелья в станице приказал начать переселение. Так, вот здесь еще много книг, которые выходили на территории нашей Башкортостана, которые связаны с Чувашией. Вот, подытоживая свои выступления, хочу сказать, что изучение различных сторон жизни народов, населяющих регионы России, является по сей день актуальным. Межнациональные отношения в России имеют многовековую историю. Наличие литературы 19 и 20 веков, особенно литературы по местному краю, фондов библиотек нашей страны должно подтолкнуть исследователей обращаться к истокам изучения этих проблем. В частности, по фонду национальной библиотеки могу сказать, что здесь хранится большое количество литературы, связанной с народами, населяющими Россию. Примечательно, что также что в этом году Национальная библиотека отмечает свое 175-летие, что будет являться дополнительным стимулом, скажем так, для дальнейшего изучения редкой литературы и поиска, а также систематизации новых данных о крае и народе и ее населяющих. Где господин Тыш закончит свое выступление, какие вопросы к нему? Вот сейчас из Башкортостана. Пожалуйста. Вопросы по очереди. Так, Екатерина Андреевна, вопрос для... Жанр вашего исследования? Ну, скажем так, я делал опор именно вот, по фондам, скажем так, отдела редких и рукописных книг, которые находятся в Национальной библиотеке Республики Башкортостан. Вы ставили своей задачей выявить именно той литературы. Кстати, Чувашия, Башкортостан, да? Вы знаете, что есть такой исследователь
Я, к сожалению, не знаком с этими работами. Ну, советую вам посмотреть, потому что Соболева защитила кандидатскую диссертацию, полный фактически обзор истории Чувашии и Башкортостана. Игорь Петров, ну, он использует современный закон, так что... Но, к сожалению, эта работа не является... Это ваши украинские... Да, то есть эта тема является, то есть не является темой моего исследования. То есть, в частности, вот параллельно я, конечно, являюсь аспирантом Башкирского госуниверситета. И, в частности, я буду в эту тему. То есть, эта тема меня интересовала, поскольку, скажем так, мы получили информационное письмо, и, скажем так, материал вот высшей названной работы народа Башкортостана, которая вышла в 2004 году на базе нашей библиотеки. Ну, а Лучинская слобода, конечно, не имеет отношения к Башкортостану и к Ну, это Оренбургская губерния, то есть... Ну, это не Башкортостан. Все, удовлетворены ответом? Удовлетворены ответом? Так, кто еще вопрос прикладывает? Все, если вопрос нет, Скажите, какие издания поступают в отдел? Какой вопрос? Погромче. Скажите, пожалуйста, какие издания на чувашском языке поступают в отдел вашей библиотеки? К сожалению, на чувашском языке... Газеты чувашские. Нет, да, республиканский Уралсасы. Что Уралсасы. Газета Уралсасы. К сожалению, я не имею такой информации. Спасибо. Так, интересное было выступление. Мысль уйма, мало воды. Вик, как шибл ты. Итак, конференция закончена у нас, работа закончена. Вот все доклады заслушали мы. Потом будет проект резолюции, а пока послушаем, посмотрим презентацию, которую готовили на факультете. Завершающий, да. Это моя персональная выставка в Ульяновске прошла в музее имени Аркадия Александровича Буластова. Так что смотрите на архив. Небольшой чудо. Степанов Виктор Михайлович работал 35 лет тому назад здесь, преподавал в институте имени Яковлева. Меня учил, меня еще я абитуриент был, принимал. До сих пор дружим, жив, здоров. Дочь в Уфе у него, кстати, художница, там в Париже выставку у нее сейчас. Вот. Так что дружим вот так. Мои рисунки, ну персональную выставку, тут все мое, каждый штрих. Начиная графику, живопись, скульптуру. Ну, я рад, что Николай решился на такой отчаянный шаг, что это его первая персональная выставка. Я думаю, что это, ну, как бы выставка отчета. Человек уже не молодой, но молодежные потоки есть. И поэтому вот приятно было его увидеть здесь как скульптора и как живописца. Желаю ему больших творчеств, новых успехов, новых работ и крепкого здоровья. Точно, точно не ждем. Thank you.